В целях исполнения майского указа президента страны в части достижения целевых показателей по средней заработной плате работников здравоохранения в Ингушетии установлен стопроцентный результат. Об этом Юнусбеку Евкурову в ходе рабочей встречи доложил руководитель территориального фонда ОМС Хусен Зязиков. Он уточнил, что работа, проведенная фондом, позволила не только установить стопроцентное выполнение целевых показателей, но и немного их превысить. Он также сообщил, что Республиканский онкологический диспансер, перинатальный центр и Республиканская детская больница включены в систему обязательного медицинского страхования. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений и акцентировал внимание на необходимости проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации. В этом году ввели в систему обязательного медицинского страхования 3 крупных объекта: Республиканский онкологический диспансер, перинатальный центр и детская республиканская больница. По указанным учреждениям у нас проведена огромная работа по формированию штатного расписания и по параметрам формирования сметы расходов на 2017 год. На сегодняшний день эти 3 объекта работают в полном объеме и без срывов. Средняя зарплата по республике в соответствии с прогнозом Министерства экономики на сегодняшний день у нас является 18 570 рублей. Мы достигли целевых показателей, которые у нас были заложены. На сегодняшний день врачи у нас будут получать в среднем 33 426 рублей, это в среднем. Младший персонал 14 856 рублей и медицинские сестры 16 713 рублей. Если в процентном выражении взять, то врачи это будут 180,5%, медсестра 90%. Да. Так что мы эти целевые показатели достигли. Чтобы все услышали, что такое. Вот эту категорию, там, младший медперсонал, медицинские сестры, чтобы они услышали, как это делать. Потому что у нас молодой врач, который только выпустился, услышал это, и он думает, действительно, что он должен получать. Да, согласен. Надо показать, кто это получает, все разложить. Хотя они сами должны это знать, это не могут сопоставить, там, и просто разобрать свои зарплаты, кому что положено. И потом начинать главе республики писать письма. Вот вам там доложили, что 3-4, а я получаю 20 тысяч. Ну, я объясняешь потом этому молодому врачу, где он должен это все прочитать. Поэтому проведите такой ликбез, и людям объясните. По зарплате. У нас там был случай, поэтому я прошу здесь напрямую вмешиваться, лично докладывать. Счет был арестован. И здесь не должно быть ни одного дня, ни одной секунды по задержке зарплаты. Поэтому, как только это происходит, лишний у вас телефон есть, лишний звонить, докладывать по этому поводу мне лично. Понятно, да? И в том числе продублировать письмо. Мы должны с вами запустить, чтобы зарплаты не выплачивали. Этот вопрос держит на контроле и президент страны, и по его поручению генеральный прокурор, ну, в частности, прокурор республики на контроле.